Попытка установить памятник царители тройки, Ялтинской тройки, была первая осуществлена 10 лет тому назад. В Крыму. В Крыму. Крымские татары выступили категорически против, потому что Сталин у нас является воплощением той политики геноцида, которую проводило государство. Сталин является основным преступником. Преступной его деятельности была дана оценка на 20-м съезде партии. В 1989 году Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными всех актов, которые касались репрессированных, выселенных народов. Там их более 50 актов. В результате этих выселений значительное количество крымских татар вымерло от болезней и голода. Что это же произошло и со многими другими репрессированными народами. И сегодня устанавливать памятник Сталина в любом сочетании с другими лидерами других государств, я считаю это аморальным, тем более на территории Ливадийского дворца, летней резиденции русских царей, конкретно Николая II, которого самого и его семью большевики самым жесточайшим образом уничтожили в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме. И вот рядом с этим белым светлым дворцом ставить памятник, пусть даже в сочетании с другими, допустим, лидерами Сталину, оно не к месту, и это, по большому счету, кощунственно. А Русская Православная Церковь причислила семью Николая II к лику святых, канонизировала, и тем более в духовном отношении вот установка этого памятника – это еще одно напоминание о том преступлении, которое было совершено как в отношении семьи Николая II, так и крымско-татарского народа и представителей других этнических групп, которые проживали на территории Крыма и за пределами Крыма. Вы сказали, что в Сталинграде не установили этот памятник, и город не переименован, он остался Волгоградом. Усматриваете ли вы в этом какую-то подоплеку, то, что все-таки в Крыму устанавливается этот памятник? Какова подоплека? Дело в том, что вот роль и Сталина, и Рузвельта в депортации крымских татар, она очевидна. Еще недавно вице-премьер правительства Российской Федерации Михаил Полторанин, будучи председателем комиссии по рассекречиванию документов КГБ СССР, довел до общественности материалы, которые касались создания на территории Крымского полуострова и прилегающей территории еврейского государства. Дело в том, что с 1923 года советское государство получало кредиты, и общая сумма кредитов достигла 10 миллиардов долларов. И по этим кредитам необходимо было уже либо их выплачивать, либо компенсировать. Поэтому Рузвельт подтолкнул Сталина, чтобы либо выплачивали, либо выполняли то обещание по созданию еврейского государства на территории Крыма и прилегающих черноморских территориях. Поэтому если раньше мы знали, что один преступник, сегодня уже два этих преступника, один прямое отношение имеет, второй косвенное. Михаил Полторанин озвучил такую информацию, что крымская земля уже была разделена на паи, и самые богатые люди Соединенных Штатов Америки, в том числе президент Рузвельт, жена Элеонора, имели уже паи, разделенные земельные паи в Крыму. То есть об этом же и говорят авторы учебника Вдовин и Барсенков, учебника для высшей школы в Российской Федерации, для историков и политологов, история России с 17 года, по настоящее время. И там тоже эти авторы показывают причину выселения крымских татар. Это не какие-то военные, допустим, преступления крымских татар или еще что-то, допустим. Судьба крымских татар решалась не крымскими татарами. Она была решена сверху, и геостратегия, вот эти планы всевозможные, они стали причиной выселения крымско-татарского народа.